Бойрают Назонрахан Бастакта. Приветствую вас, дорогие подписчики канала Алика Пухаева. Я очень рад, что грузинская сторона очень переживает, смотрит наши видео, подписаны на Алика Пухаева. Не забывайте ставить лайки, делать репосты, нажимайте колокольчик обязательно. Да, вот. Алик уже 100 тысяч набрал, в том числе и благодаря вам, вашим, его грузинским подписчикам. Сергей, блогер, говорит, что не было никакого геноцида, там, международно признанного и все остальное. Ни одного из 3 якобы геноцидов осетин со стороны Грузии никто не зафиксировал. Вы знаете, вот был геноцид армянского народа, его тоже Турция не признает. Тоже много кто его не признает, но при этом он был. Если вы плохо знаете свою историю, либо вы факты передергиваете, я не понимаю. Если никаких исторических данных у него нету, то пускай хотя бы почитал своего родственника Захария Чеченадзе, который прям можно его назвать основоположником современной грузинской истории. И вот там все, в принципе, и написано, как с начала 19 века прям каждые 2-3 года были карательные экспедиции. А карательные экспедиции кого? Русских казаков, царской армии и малочисленной грузинской милиции с грузинскими князьями Мачабеловыми. Но в интересах грузинских вот этих националистического ядра этого, создававших национальное грузинское государство, тогда уже начавшее это делать вплоть чужими до руками. 50-го года, до середины 19 века, эти каждые 2-3 года карательные операции проходили. Ну, вот самый известный в 1830-м это Бега Кочев, в 1850-м Махамад Томаев. И еще более мелких таких стычек было вот не счесть. Пока потом царская Россия не определила, что они, грубо говоря, вольные крестьяне. 20-й год. Геноцид 20-го года. Дневники Валико Джугели. Он может спокойно почитать, где он прямо описывает, как они просто огнем и мечом пришли по всей Южной Осетии, как они заходили в Цхинвал, как он говорил, как горела Джава. И есть материалы, где потом по доказательствам вот этих очевидцев пишутся, как осетинские беженцы бежали в Северную Осетию. Как образовалось в 1921 году село Нагир. Вот прям люди пришли и осели в поле. Этнические чистки, которые начались в 1989 года с приходом Гамсахурди и с лозунгом «Грузия для грузин». И потом конфликт, августовская война 4 года и августовская война 8 года. Когда-то Грузии не было. Грузия — это такая же сборная солянка, как, например, Евросоюз. Или как, например, современная Украина. Да? Украина создана была в советское время. До этого такого государства не было. Часть земель была там, какие-то земли во время Второй мировой войны забрали у Венгрии, частью Румынии, частью Польши. И вот такое вот, да, силой воли советского народа было создано государство Украина. Вот также силой воли советского народа, а до этого Российской империи, была создана современная Грузия. В Грузии, на мой взгляд, вот я как вижу по историческому процессу, есть очень национально мыслящее ядро национальное. Это очень умные люди, мыслящие категориями поколений. Почему я такие выводы делаю? Потому что Грузия была такой тяжелой ситуацией, да, такие разрозненные княжества, кто-то под Турцией, потом с Ираном, вечно проблемы с соседями, не давали им даже голову поднять. Тут какое-то время они приняли решение вступить в союзнические отношения с Российской империей, но не из-за того, что они сильно полюбили Российскую империю. Они поняли, что маленькому народу сложно напрямую воевать с большими региональными государствами, державами. И они решили поступить по китайскому принципу. Наверное, в то время, я думаю, что трактат Сунь Цзы «Искусство войны» попал в руки каких-то грузинских интеллектуалов. И они поняли одну вещь, да, что умная обезьяна, сидя на ветке, может наблюдать, как 2 тигра дерутся в долине. Для чего? Для того, чтобы забрать потом шкуру убитого тигра. То есть там такие всякие мудрости философские есть из китайской вот философии, которые вот на военную тему перенесены. Да? Победа без войны и все прочее. Победа за счет силы противника, там, вот такие вещи.
И они взяли это на вооружение. И начав играть между региональными державами Ираном, Турцией и Российской империей, заняв свою позицию. Какую позицию? Так, ту, которая выгодна им. Кому? Вот этому вот маленькому ядру, которое решило создать грузинское национальное государство. Понимаете? Его Не, решили в создать. целом это неплохо. То Это есть, неплохо. Да, люди решили, что так выживет их нация. И поступили таким вот образом. Я же не говорю, что они глупые, я же говорю, что умные люди были. И, соответственно, они действуют в историческом процессе вот в этом ключе, создают свое национальное государство. Они начали его оформлять в Российской империи, они стали частью элиты Российской империи, они влились в элиту Российской империи. Их, в Грузии же гораздо больше князей было, чем, например, на территории Российской империи, но все равно их дворянские титулы приняли, грубо говоря, им тоже дали какие-то полномочия равные, их взяли как на равных, то есть они смогли выторговать, играя на этих противоречиях. Понимаете, когда вы играете на противоречиях, всегда можно себе какие-то преференции выторговать. Они выторговали для своей элиты вот тогдашние преференции в Российской империи. Получив эти преференции и доступ к российской армии, они стали с помощью казаков и российской на тот момент армии, как сказать, царской армии, собирать земли, то есть устраивать там зачистки в ущельях. Тогда это уже началось, с давних времен. Вот, допустим, в 1850 году Мохаммаду Тамаеву не дали такой же княжеский титул, хотя у него были документы, которые ему непосредственно дал грузинский царь. Было восстание. По этой восстании, как ты вот сейчас сказал, с царскими войсками пришли грузинская милиция, были царские войска и очень маленькое количество грузинской милиции, которые в 1850 году в Верхнем Руке просто вот этих 300 человек, которые стали рядом с Мохаммадом Томаевым, как бы сегодня сказали, заасфальтировали. То есть тогда уже была применена технология, да? Победа за счет силы противника. То есть они вот за счет чужими ресурсами расширяли свои территории и свою власть расширяли в регионе. И потихоньку начинали зачищать. Когда они окрепли, они начали активно участвовать в разрушении уже этой Российской империи, которая их облагодетельствовала, дала им княжеские титулы, дала возможность не быть, как сказать, уничтоженным турецкими или иранскими там соседями, да? То есть спасла их фактически. Они тех, кто их спас, как бы решили слить. То есть каким образом самое активное, как сказать, на Кавказе, да, революционное движение было с Грузии шло, да, там целое крыло в партии было выходцев именно из этого региона. Товарищи грузины участвовали активно в революционном движении, в разных партиях, в разных структурах. С какой задачей? Что на развалинах Российской империи они создадут свою государственность некую. Они посчитали, что недостаточно для этого окрепли и приняли в этом участие. Кстати, эта государственность у них просуществовала 2 года. Да, просуществовала, но даже то, что была грузинская ССР, это уже была государственность. По большому счету, да, грузинская. Я имею в виду до этого было, да, там меньшевики когда рулили, потом была в составе Советского Союза была практически республика, да. И эта республика имела очень особые полномочия по сравнению с другими республиками. Это была самая богатая республика, самым высоким уровнем жизни была, да. Когда уже дело подошло, там, не знаю, к 70-м, 80-м годам, да, они точно так же начали активно разваливать Советский Союз. Почему? Потому что, наверное, посчитали, что на развалинах Советского Союза они еще больше государственности создадут, да, в рамках хотя бы вот этой вот грузинской ССР. Националистическое движение в Грузии поднималось, антисоветские движения шли из Грузии, да, и один из капитанов перестройки, господин Шеварднадзе, вышел как раз оттуда. Как они к этому делу готовились? Они там, вот в Советском Союзе была теневая экономика. Для того, чтобы теневую экономику контролировать, нужен силовой ресурс. И этим силовым ресурсом стала... Криминал. Да, грузинский криминал, который стал доминирующим на территории Советского Союза. Как бы все помнят те времена, кто не помнит, можете там, не знаю, какие-то фильмы посмотреть, почитать. То есть они через этот криминал, через свой, стали контролировать огромную отрасль советской экономики, вот эту криминальную, подпольную. Теневой экономики. Да, теневой экономики. Через преступные синдикаты, которые создавали там, которому потворствовала власть, коррумпированная насквозь в Грузии. Понимаете? То есть у них было особое привилегированное положение, и они уже тогда готовились к постсоветскому существованию на территории Евразии. Заранее. И Шеварднадзе, и прочие деятели из Грузии активно как бы разваливали Советский Союз и создали свое государство. Когда это дело опять происходило, развал Советского Союза, к власти вот это националистическое ядро, вы понимаете, вот там всегда есть ядро нации.
Вот это ядро нации привело ультранационалиста к власти по фамилии Гамсахурдия. Для чего? Для того, что они считали, что сейчас пришло время, пока мутное время наступает, зачистить грузинскую нацию от негрузинского элемента. И ее зачистили физически. От осетинского элемента, абхазского элемента, армянского элемента, от разных. Не грузин, они их зачистили. Да, они от него сейчас открещиваются, он был плохой. Он был порождение народа, понимаете? Это был такой запрос на зачистку. Эту зачистку произвели. Это примерно то же самое, что бандеровцы сейчас пытаются делать на Украине, создавая украинскую нацию, зачищая оттуда пророссийский элемент. Вот точно так же не грузинский элемент зачищали с территории Грузии. Понимаете? И как во времена Джухелии, там практически 40%, ну, это в 20-е годы, да, когда они там зачистку делали, как сказать, окончательное решение осетинского вопроса. 40% населения уничтожили, да? Очень много осетин тогда уехало с территории Грузии. Ну, как бы вот в Северную Осетию перебрался на территорию России, да? Геноцид устроили. Первый геноцид был устроен тогда, в 20-е годы. По этой же схеме они его устроили в 90-е годы. Потому что при советской власти часть осетин вернулась, там появилась какая-то автономия, но до этого-то осетины жили там и в Душете, и, там, и в Горийском районе, это все везде там осетины жили, гораздо больше было. Кого-то убили, кого-то выгнали. Хорошо, часть вернулась. Потом эту же часть захотели окончательно выгнать уже при развале Советского Союза. Но в тот момент как бы юго-осетинская автономия решила быть в составе Советского Союза. И она никак не нарушала законы Грузии, потому что тогда все жили еще по советским законам, а Гамсахурдия законы Грузии, законы советские отменил на территории Грузии. И юго-осетинская автономия решила тоже воспользоваться правом нации на самоопределение, который тогда был как бы заявлен, да, по соответственно, всему СССР, вот именно в этот момент, да. И в этот момент ООН не признала еще Грузию как да. государство вообще, как то есть даже с точки зрения закона юго-осетинская государственность нынешняя, да, юго-осетинская автономия не нарушала тех законов. Понимаете? И Гамсахурдия решил сделать вторую серию. То есть Джухелия делал зачистку, теперь это решил зачистку. И он эту зачистку устроил. С территории Грузии сотни тысяч было людей изгнано. Понимаете? Кто-то на территорию России, кто-то на территорию России, кто-то на территорию Армении, Абхазию, да, если посчитать всех, которые были не грузины. Соответственно, эти ниши, там, не знаю, места в экономике, на работе, недвижимость позабирали и все остальное. То есть изгнали их. Понимаете? И стали строить дальше свое национальное государство грузинское. Без вот этого, как сказать, обременения, которое они считали. Третью серию всего этого кино исполнял уже Саакашвили. Такой же лидер, точно так же выбранный, всенародным там митинги, протесты, все были. На этой волне народной любви он пришел к власти, его на руках занесли они. Революция рост, так сказать. Да, революция была. И первый вопрос, который поставил Саакашвили, какой? Окончательное решение грузинского и абхазского вопроса. Так там ситуация была такова, что они этот вопрос решили с Аджарией, когда Аджария тоже пыталась сопротивляться, но они силой продавили это. Бежал тогда на тот момент нынешний лидер Аджарии Аслан Абашидзе. И, конечно, на вот этих парах победных они решили в 2004 году прийти в Цхинвал. И что из этого вышло, мы все знаем. Они просто у грузинской армии на тот момент не было ни столько ни сил и средств, чтобы они вот, как в 2008 году, через 4 года уже вот так зашли в Цхинвал. Ну и они продолжили, как бы они с этого извлекли урок и продолжили дальше вооружаться. То есть вооружаться в каком плане? Взяли у украинцев буки, тогда был Ющенко, у них президент, они были кумовями Саакашвили. Взяли буки у украинцев, взяли кобры у турков. Израиль помог беспилотные, тогда вот только зарождалась вот этот беспилотники и беспилотная вот эта вся история. И ну, почти вот когда вот Сережа говорит, что если какая армия может быть у Абхазии и Южной Осетии, а какая армия может быть у Грузии, если ей помогал весь мир. Если карту Цхинвала они просто по улицам, по сантиметру в Азиане была вот макет, как они будут брать Цхинвал и осуществлять вот это чистое поле, зачистку. Ну, за ту же зачистку, за которую ты вот говоришь. Окончательное решение осетинского вопроса называть. Ну, опять же, мимо. Россия на этот раз
не промолчала, не смолчала. Но как вот этот конфликт как начинался, они вошли в город, ну, ребят, ну, первые 2 раза кто вас выбивал с города? Не осетинские отряды, не осетинское И ополчение. то, что осталось от, Да, именно от вот так. миротворцев. Миротворческий контингент, который уходил в город, потому что их прямой наводкой их долбили, и те малочисленные отряды самообороны, которые просто отошли от этого шока и начали защищать Цхинвал. В административно-территориальном делении Грузии на сегодняшний день отсутствует территория, именуемая Южной Осетией. Хотите иметь какой-то особый статус и возможность называться Южной Осетией? Пожалуйста, Грузия открыта к переговорам с целью найти удовлетворяющий все стороны вариант. Если мирно решить вопрос, то возможны компромиссы. Если мирные инициативы Грузии будут отвергнуты сепаратистами, тогда в случае восстановления территориальной целостности военным путем Грузия уже не будет обязана никого ни о чем спрашивать. Я даже рад, что вот такие персонажи есть, которые высказывают Да это это дело не мнение. в персонажах, ты понимаешь, Валерий. Есть какое-то мнение у них устоявшееся, сложившееся. Так да, на я за территории другое, Грузии. я за другое. Но есть люди поумнее, чем вот этот персонаж, которые работают абсолютно по другим критериям и абсолютно по другим моментам. Где-то деньгами лоббируют, где-то связями, где-то тем моментом, что в России тоже грузинов живет немало. И они тоже худо-бедно, но смотрят на историческую родину. Все они. И вот этот лоббистский фактор, который вот запустил Иванишвили, вот это самое опасное. А вот они, вот эти Сергей Чеченадзе и ему подобные, ну он говорит, это говорящая голова. Как бы его вот пропагандист, который понятен всем, и с его угрозами, и со всеми. А вот эти другие товарищи, которые намного умнее и вообще работают абсолютно в другом направлении. Почему-то это исторический экскурс такой небольшой дело, потому что не все же эти все истории знают. Понимаешь, с пониманием того, что вот эти вот российские, как сказать, бизнесмены, которые сейчас рулят процессами, да, в интересах там своего бизнеса, ну, торгаши, да, то есть эти торгаши, которые в интересах торговли и своего бизнеса сейчас говорят, что может там выстроить какие-то взаимоотношения, дружеские, там, братские, там, туда-сюда, должны всегда помнить этапы, что там вся эта любовь идет до тех пор, пока кому-то это выгодно. Им это выгодно, они вас любят. Когда им не выгодно, они вас будут любить без вазелина, понимаете? Как это они всегда делали, как только чуть-чуть дает слабину России, они это использовали, участвовали в этом развале и на этих развалинах пытались себе как-то набрать баллы еще определенные. Вот сейчас что происходит? У них есть главная задача стратегическая, окончательное решение этого осетинского вопроса и абхазского. Да? Ну, в первую очередь осетинского, потому что Южная Осетия меньше, они считают это проще. С Абхазией будет сложнее разбираться, там больше населения и большое абхазское лобби на территории Грузии. Так они заявляют, что вот этот вопрос они решат до 30-го года. Вот они считают, что они его решат. Это их желание такое, они намерение свое такое выражают, понимаете? А почему они так считают? Потому что они считают, что они опять кого-то обманут. Понимаете, затянут, А ты не считаешь так, что они считают так, потому что есть какие-то договоренности уже? Конечно, есть. Определенные договоренности и по определенной дорожной карте они движутся. Конечно, есть. Но дело в том, что Россия, теряя Южную Осетию в Закавказье, она теряет вообще там практически свое военное присутствие. Не сегодня-завтра из Армении, из Гюмри уже выпрут эту базу военную нашу, понимаете? Потому что после сдачи Карабаха, как сказать, Армения уже полностью ушла в чужое поле влияния. И оттуда российские военные потихоньку уходят и до конца выдавят. Соответственно, Южная Осетия там, и Абхазия, это присутствие в Закавказье. Полностью уходить, отдавать это все Турции, ну, я не знаю. И опять же предавать осетинский народ, в отличие от тех историй, которые я перечислял, осетины всегда стояли на страже государства, понимаете? Что в царское время из-за этого пострадали. Огромное количество служило в царской армии, генералов было и офицеров, они пострадали, в терском казачьем войске служили, под расказачивание попали. Что в советское время до последнего за Советский Союз топили. Понимаете? Что вот сейчас на полях СВО воюют, только началась когда война, первые пошли добровольцами, откликнулись осетины, да, ну одни из первых. Не будем себе лавры там, да, чьи-то брать. Южная Осетия, Северная Осетия, ребят огромное количество, тысячи парней воюют там сейчас. И сейчас сдавать Южную Осетию это фактически предательство, в том числе и их всех. Там живут их родные и близкие. Как это вообще технически может выглядеть?
Вот завтра объявят, скажут президента, вызовут куда-то и скажут, там, вот ты теперь, друг, должен какие-то бумаги подписывать с грузинами. В качестве кого? Для того, чтобы с ними вот так на равных, как говоришь, общаться, они должны сначала признать Южную Осетию Ну, как вот, независимое государство ну, вот, и вести переговоры. Если они не хотят этого признавать, они видят равных, как бы, так вот этот для переговоров. Сергей Чеченадзе говорит, что можно обсуждать это все. И в какой ипостаси вы будете в Грузии, это зависит от вас. То есть, если вы склоните головы и скажете, что вот да, ребят, это вот нормально, мы будем республикой, но в составе Грузии. Ну, как будто бы как Великобритания, например. Есть Великобритания, и там есть регионы, которые подчиняются Великобритании, там Шотландия, Северная Ирландия. То же самое, вот такой момент региона, как бы республики. Если вы хотите быть республикой, вот он же говорит, если мы договоримся, то никаких проблем нету. А если и Грузия, то есть заберет это все военным путем, то зачем мы должны вам давать республику? Ну, во-первых, это вот ты за Карабах заговорил, я вот скажу, что вот товарищи это путают вот с карабахским конфликтом. И надо учитывать, что азербайджанская армия и грузинская армия это разные армии. И за Азербайджаном стоял еще старший их партнер Турция, которая выдала им байрактары, которая... Так, еще Грузии тоже выдали байрактары. Грузинская армия здесь мобилизована порядка 300 тысяч человек, понимаешь, с мобилизованными. Они собирают эти байрактары, они тренируются, они готовятся к войне полноценной, понимаешь. Они в уши дуют, и чем они сейчас манипулируют, чем они давят на руководство России? Тем, что вот, они же поставили российский... Вот почему сейчас этот вопрос поднялся? Вот как бы исторический экскурс никак не удается закончить. Вот 3 попытки геноцида было. Ну, по сути, геноцид попытка. Первая это был полноценный геноцид. Второй раз был полноценный геноцид. Скажи, в 2008 этнические чистки. Этнические чистки. Ну что такое геноцид? Это убийство людей по национальному признаку. Этническая чистка. Да, в 20-е годы получилось. В начале 90-х годов относительно получилось, но тоже получилось, потому что очень много изгнали из внутренних районов Грузии, очень много убили. Там люди взяли оружие, смогли отстоять свою жизнь, какую-то независимость. Да? В 2008 году не получилось, но попытка тоже была, да, согласитесь. Соответственно, вот сейчас у них стоит выбор, они говорят российскому руководству, смотрите, у нас есть кто? Вот эта вот националистическая элита. Она же, понимаешь, она разводит своих соседей. Она говорит, у нас есть 2 лидера, мы вам подготовили 2 персонажей. Вот один у нас Иванишвили, второй у нас Зурабишвили. Это относительно типа пророссийский, это типа прозападный. И мы, народ, будем решать, кого мы будем поддерживать в октябре месяце. Если вы сейчас нам дадите какие-то 100% гарантии, что вы даете нам Южную Осетию как-то и Абхазию, тогда мы поддерживаем Иванишвили пророссийский курс. А если вы нам такие гарантии не даете, тогда, извините, мы не можем, у нас народ, вот туда-сюда, мы будем поддерживать этот прозападный курс. Как это, в принципе, уже и было. И поэтому сейчас этот разговор поднялся и стал... То есть они шантажируют, понимаете? Но при любом из этих раскладов, в конечном итоге... Пострадает осетинский народ. Да. Этим можно завершать патриотический диалог. Я хочу его завершить словами грузинского генерала, которого обвинили в 1995 году в покушении на Шеварднадзе, Игоря Гергадзе. Пока не пройдет всенародного, глубокого изучения, анализа и, самое главное, обсуждения того, что с нами произошло, почему грузины сначала на осетин напали, потом вошли в Абхазию на танках. Пока мы, как нация, как народ, как граждане, как население Грузии, не признаем, что мы виноваты в этом, ни Америка, ни Россия. И нам надо извиниться перед народом и говорить не о возвращении территории, а о возвращении доверия народов, которые жили с нами в одной семье веками. А товарищ блогер, если хочет, он объективный человек, если хочет, вот с Южной Осетии его пригласили ребята, говорят, пусть приедет, мы ему все покажем, расскажем. Гарантии безопасности ему даем полные. Да, в принципе мы его сами тоже можем пригласить. Им виза больше не нужна. Да. Он спокойненько может пересечь Ларс. Мы его здесь встретим, покажем. Если
есть какая-то у него, какие-то у него желания под камеры сесть и это все обсудить, там вообще, как говорится, у нас, пожалуйста. И Мы своими всегда глазами рады. видят, был геноцид, не было геноцида, что было на самом деле, с людьми Сводим пообщаются. его в Нагир, покажем вот этот памятник переселенцам. Дорогие друзья Истины, в единстве сила. Но единство только тогда появляется, когда появляются люди, которых нельзя купить. Почему? Потому что они не продаются.